Неспроста ежегодный слет одаренных детей назван не иначе, как «Паруса надежд». Паруса – символ дыхания жизни, возрастающей силы и фортуны. На этих ярких, талантливых и эрудированных виновников торжества возлагаются огромные надежды. Своими успехами ребята в очередной раз доказали, что в Сибае много одаренных детей. Еще одним подтверждением этому стала выставка работ декоративно-прикладного искусства, от вязаных поделок до железных изваяний. Она развернулась в фойе Центра детского творчества. Действительно, вот эти дети дадут нам в дальнейшем развитие нашего города, нашей республики, нашей страны, потому что результаты очень большие. Это призеры, победители предметных республиканских олимпиад, всероссийских олимпиад, а также по каждому направлению есть свои профессионалы, маленькие профессионалы. Мы очень рады, спасибо говорим, конечно, и родителям, и учителям. На сцену поднимались лучшие из лучших. Это победители и призеры всероссийских, республиканских олимпиад школьников, в частности по геологии, а также регионально-научно-практических конференций. Поздравить ребят и разделить с ними радость побед в зале Центра детского творчества собрались учителя, родители, ветераны Великой Отечественной войны и педагогического труда, представители городской администрации, а также специально приглашенные представители сибайского филиала УГОК. Наш интерес заключается в том, что наше предприятие нуждается. Вот сегодня я буду награждать участников олимпиад, которые принимали участие в геологических дисциплинах. Геолог – это одна из уважаемых профессий на нашем предприятии. Без него невозможно производство. Нам нужны горняки, механики, энергетики. Также, помимо одаренных детей, благодарственными письмами и грамотами в этот день были награждены учителя, взрастившие юные таланты, и благодаря которым школьники смогли показать высокие баллы на республиканских и всероссийских олимпиадах. Кроме того, на мероприятии были отмечены педагоги, достойно защитившие честь города на конкурсах профессионального мастерства «Учитель года». Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.